Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что ждет вас сейчас с минуты на минуту, со дня на день? Время у нас очень необычное, очень уникальные и редкие события сейчас происходят на небе, ну и будут происходить дальше. Поэтому очень интересно и важно знать, а что же ждет, а что будет происходить, что будет меняться. Кому интересно, у нас с вами новолуние, солнечное затмение, парад планет, потом у нас метеоритный дождь. То есть много всего. И все оно вот как-то компактно, да, в эти дни происходит. Ну что ж, загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ого. Кто-то вспомнит про вас. Здесь вот показан человек, который забыл, не вспоминал, а теперь вспомнит. Этот человек с вами свяжется. Свяжется буквально вот у кого-то сегодня еще успеет, у кого-то завтра, у кого-то послезавтра. Человек, который, знаете, как будто бы очнулся, как будто бы из летаргического сна вышел. Вы знаете, этот человек вас удивит теми словами, которые вам скажет. Возможно, этих слов вы очень долго в свое время ждали и так и не дождались. Но сейчас, когда вы услышите эти слова, вас поразит то, что слова будут абсолютно осознанные. Это не так для красного словца сказать, а это именно осознанный. Даже, знаете, как-то по-другому голос будет звучать, интонация другая будет. Вот вижу, что человек как будто бы через время вам кричит. Может, это и личная будет встреча, может, по телефону, может, даже смс-ка придет от человека, но скажет какие-то супер важные слова, от которых вам станет тепло и хорошо. У кого-то это любовная история, у кого-то семейная, родственная, у кого-то, может, и дружеская. Но вот вы услышите эти слова. Вы уже не рассчитывали их услышать, да, либо уже перестали об этом думать, много времени прошло. А тут на тебе, пожалуйста, какой неожиданный поворот. Прям на сердце тепло, по телу волна тепла расходится. Очень хорошее состояние, прям тут-тут-фу. Дальше, мои хорошие, у нас здесь показывают песочные часики, и вам будет дано время. Некий человек дает вам время и говорит: вот иди, готовься, да, либо возьми там то и то сделай, либо выполни эту работу, вот тебе время. Времени вам дадут, ну, буквально с лихвой, да. Вы 10 раз успеете все закончить, но тем не менее время будет дано. Человек как-то особо лоялен к вам, я вижу. Настроен на вас, лоялен к вам. То ли нравитесь вы этому человеку, то ли приятны этому человеку, то ли кого-то напоминаете этому человеку. То есть, ну, может, совершенно незнакомый, либо знакомый, но не настолько близкий человек дает вам много времени. Вы, кстати, будете очень довольны, прям сильно довольны. Ну, вы, конечно, дело сразу сделаете, да, а потом отдыхайте. Вот, не делайте в последний момент. В последний момент это плохо, это неправильно. Еще, кто у меня здесь какую-то встречу ждет? Вот встреча должна произойти. Вы себе ее представляете, вы что-то планируете, например. Я скажу, что все будет совершенно по-другому. Такое будет впечатление, что эту вот ситуацию просто взяли и наизнанку вывернули. Но это и неплохо. Наоборот, это неплохо. Не по сценарию, не так, как ожидаете, не так, как было раньше, не так, как сами себе придумали. Все будет по-другому, но будет здорово. На самом деле будет здорово. Встреча произойдет, может, чуть позже, может, даже чуть раньше.
человек придет, человек будет с вами там общаться, либо что-то вам предлагать, что-то объяснять. Человек даже что-то сделает, что сейчас кажется нереальным, либо вообще за гранью кажется. Но человек это сделает. И от этого, наверное, у вас такое послевкусие будет. Вам точно понравится. Вам очень сильно понравится, как пройдет эта встреча. Ну и человеку тоже очень сильно понравится. И, кстати, эта встреча, она у вас памятная какая-то идет, памятная. От этой встречи между вами и этим человеком вообще какая-то новая история начинает писаться, да? Новая история ваших взаимоотношений. Вот прям врежется вам в память, вот будете все помнить, от первой до последней там буквы, да, как это все происходило. Еще с кем-то будете это обсуждать, может, и с друг другом будете это обсуждать, да, что вот все как-то странно, необычно между нами происходит. Ну, это к добру, серьезно говорю, это к добру. Дальше у кого-то будет сон. Скорее всего, сон у вас будет, когда парад планет будет проходить. Вы как будто бы во сне увидите часть своего будущего, либо в принципе свое будущее. Ну, допустим, там незамужняя девушка может увидеть будущего мужа и детей. То же самое, там, неженатый мужчина может увидеть будущую жену, там, детей может увидеть. Будущий предприниматель увидит свою будущую фирму, там, чем он занимается, что он делает. Будущий миллионер увидит свою будущую жизнь и то количество денег, которое будет, там, роскошь, да, вот как вы будете жить. Кто-то из вас увидит свой переезд на новое место, да, и как ваша жизнь сложится на новом месте. То есть увидеть будущее, да, возможно, да, парад планет, он как портал открывает. Особо чувствительные люди 100% увидят. Даже если вы не особо чувствительный, какую-то часть будущего вы во сне увидите, прям увидите. Так что даже не загадывая, даже не думая об этом, вам все равно приснится сон, где вы увидите часть своего будущего. Так, еще хочу вас предупредить по поводу некого человека, у которого очень дурные намерения. И этот человек придет к вам. И этот человек что-то у вас будет просить. Прям, ну, после новолуния, получается. Не в сам день новолуния, а после новолуния, второй, третий день. Человек будет просить что угодно. Соль, спички, монету, не знаю, там, какую-нибудь тряпочку. Да что угодно может попросить. Эта вещь нужна человеку для того обряда, который он задумал, либо она задумала. Обряд очень похож на крадник, ну, либо по действию будет работать как крадник. Поэтому ничего никому не давайте. Лучше пусть вас считают жадиной, чем у вас украдут вашу удачу, ваши ресурсы, ваше здоровье, вашу любовь, ваше счастье. Прям строго-настрого запрещено что-то кому-то давать. До полнолуния вообще никому ничего не давайте. Раз вы оказались на этой отсыпке, да, очень много видео выходит на YouTube, посвященные гаданиям, но вы оказались на этом видео. Вас просто хотят заранее предупредить. Некий дурной человек плохое задумал. И человек ждет, когда же там новолуние произойдет, чтобы забрать ваше себе. Именно забрать себе. Понимаете? Вот я вижу крадник. Может, это что-то другое, но оно будет работать именно как крадник. У человека все готово, только нужно у вас взять вещь. Зная, что вы добрый, отзывчивый человек, да, он такой все равно даст, никуда не денется. Вот, ничего не давайте. А знаете, еще так можете поступить. Вот человек начинает просить, а вы сразу за дверь этого человека выставляете, чтобы человек сам ничего не смог забрать у вас. Конечно, если заберет сам, оно не будет так работать, как задумано, но все равно будет работать. Вот, поэтому сразу выставляете этого человека, и все. Будет приходить, даже несколько раз может прийти попросить. Вот прям вы говорите нет, человек говорит, хорошо, я завтра зайду, ты мне дай. А вы понимаете, да, зачем это человеку нужно? Человеку важно успеть до какого-то определенного числа.
Ну, я так понимаю, что это первая четверть, да, до первой четверти хочет успеть новолуние. А я вообще вам рекомендую до полнолуния ничего никому не давать. Вот после полнолуния можете отдавать все, что хотите, кому хотите. Но до полнолуния лучше этого не делать. Кстати, у кого-то, кто-то из родственников может прийти с просьбой. И тут прям надо задуматься на самом-то деле. Потому что бывают такие родственники, что и врагов не надо, да, такие бывают. Так, еще женщину показывают интересную. Женщина, у которой все есть, но ей все равно мало. У нее какие-то амбиции, планы, желания. Вот прям весь мир хочет покорить, да. И эта женщина, она буквально готова идти по головам, и, скорее всего, идет по головам, и ее остановят. Причем остановят не люди, но остановят высшие силы. Для нее это время фатума, время расплаты, отплаты, время, когда придется отвечать, я так понимаю. Ее в какое-то черное кольцо возьмут. Может, проблемы с законом, может, проблемы со здоровьем. Что-то может быть такое не очень хорошее для нее. Вы ничему не удивляетесь. И опять же, очень знаково то, что происходит в новолуние, имеет свойство очень долго длиться. То есть для нее это черное кольцо, это все пожизненно, я так понимаю. И также какое-то отношение эта женщина имеет к вам, либо какое-то влияние на вас имеет. Вам дорога очищается на самом деле. По этой дороге многие хотят пойти, или многие захотят пойти. Поэтому наблюдайте, будьте в курсе событий, и как только дорога очищается, начинайте действовать. Да, долго не откладывайте, не ждите, начинайте действовать. Потому что потом желающие набегут, и уже потом не пробьешься. И еще, мои хорошие, здесь вот зубы показаны. У кого-то зубы начинают расти. Ну, либо не в прямом смысле, да, в переносном, в энергетическом плане. Зубы — это сила. Сила человека. Зубы, как клыки, да, начинают расти у вас. Кстати, даже вот если энергетические зубы растут, десна могут чесаться немного, да, какие-то такие ощущения могут быть на деснах. Это нормально, не пугайтесь. Просто себе тогда вспомните, что я вам сказала, что энергетические зубы растут, сила ваша растет. Все, себя поблагодарите и не акцентируйте внимание. Это хорошо, это неплохо. Здесь вот качели показывают. Вы устали кататься на каких-то качелях. Либо это неопределенность, знаете, ни туда, ни сюда, ни вправо, ни влево, ни да, ни нет, ни вместе, ни врозь. Ну, качели, да, в отношениях, возможно, качели. Возможно, качели в решении какой-то ситуации, проблемы. Может, человек какой-то ненадежный, да, любит на качелях катать. Я вижу, что пришло время вам с этих качелей сойти и подальше от них отойти. А человек, вот кто вас катал, да, будет вас буквально уговаривать, упрашивать, что нет, давай еще покатаемся. Ну, хоть 5 минут, да, давай тебя покатаем. Ни в коем случае не соглашайтесь. Вам в этот момент, когда вы сходите с качелей, сами высшие силы помогают, ну, ваши хранители, родные души, придают вам уверенность в себе. И ну, вот решимость, да, решимость. Раньше вы не могли решиться, либо очень много сомневались. А теперь как бы у вас все есть. Сходите с этих качелей, точно не пожалеете. Вам пришло время идти дальше. Вот если это качели в отношениях, то как только вы сойдете с этих качелей, буквально там в считанные дни вы познакомитесь с нормальным человеком, с достойным человеком, с прекрасным человеком, с человеком, который будет вам по судьбе, а не вот это туда-сюда, ни да, ни нет, ни вместе, ни врозь. Ну как-то, ну да, это все нездорово было. Вообще на качелях кататься, это для детей хорошо, а для взрослых прям совсем не то. Так, еще
поездка у вас интересная намечается. С кем-то вдвоем, может втроем, но больше на вдвоем похоже. Куда-то вы отправляетесь, потом назад возвращаетесь. Вы знаете, вы так здорово время проведете. У вас столько много эмоций, впечатлений. А еще вижу вот какое-то расслабление прям, да, может, с подружкой в спа поедете, либо куда-то вот отдохнуть поедете. Может, и не с подружкой, может, с парнем, с мужем, с ребенком. Но вот дорога просто замечательная. Как-то, знаете, быстро это все пройдет. Ну, я имею в виду, да, поездка сама по себе. Либо будет казаться, что, ой, так мало, лучше бы остались дольше, да, либо почему время так быстро летит. Но вам будет очень приятно, прям сильно приятно. Так, и еще вижу, что какой-то человек вам руку протянет. Руку протягивает, а вы как-то смотрите, как на чем ново на этого человека, и думаете, что это значит, что происходит, как мне правильно поступить. Это инициатива, да, человек проявит инициативу, подойдет к вам, что-то вам начнет предлагать, с вами начнет общаться, не знаю, там, знакомиться. Может, какие-то предложения там с работой связаны, еще с чем-то связанные. И, скорее всего, человек как совершенно незнакомый, либо человек, которого вы так заочно знаете, но этот человек никогда на вас внимания не обращал. Ну, а вы на него, соответственно, да. То есть вы как-то так не соприкасались, да, не пересекались. А тут вот такое. У вас такие мысли, а что случилось? Почему это происходит? А что там за план, капкан, да, что происходит? А я вам так скажу, человек всегда хотел к вам подойти, но не решался, потому что человеку про вас плохие вещи сказали. Сказали, что вы там, например, если общаетесь, то только если вам выгодно. Либо если вы встречаетесь, то только если там миллионы, миллиарды на счету лежат. Ну, что-то наговорили, да. И человек считал, что он типа не соответствует вам. А когда он узнал, что это обман, ну либо она узнала, что это обман, сразу к вам подошел, да, и проявил свою инициативу. То же самое, там, если это работа. Могли сказать, что вы очень там нерадивый сотрудник, либо вы там какие-то ужасные ошибки совершали в работе, либо из-за вас там прошлая фирма разорилась, где вы работали. Вот. Ну, просто наврали откровенно, да, человек по глупости поверил. Вот, а когда узнал, что это все обман, вот взял и подошел. Вот, пожалуйста, очень даже неплохо. Так, родственники показаны. Тут либо у кого-то встреча с родственниками, либо знакомство с будущими родственниками. Вам подарки будут дарить. Подарки, причем, ну, скорее всего, вы не ждете, вы будете тронуты. Подарки хорошие мне идут. То есть это не какие-нибудь там носочки, трусишки, а нет, это хорошие подарки. Что-то достойное, приличное, то, чем вы можете пользоваться. Ну, либо какая-то эстетическая ценность, да, есть у того, что вам подарят. Не обидят. Не обидят родственники, либо будущие родственники не обидят. И я вижу, почему-то они нервничают больше, чем вы. Вот если это новые родственники, будущие родственники. Прям такие нервные, такие зажатые. Как-то вот немножко как-то некомфортно вначале будет. А потом разговоритесь, поймете, что они замечательные. И они поймут, что вы замечательная, либо замечательный. И прям там, не знаю, за уши не оттянешь друг от друга. Ну, а подарочки, да, хорошие будут. Так, еще вот здесь странный образ. Одна женщина другую по щеке бьет, ну как пощечину дает, да? Причем такую, знаете, не просто пощечину, а как рукой такой наотмашь бьют. Кто-то получит от вас, от вашей тяжелой руки получит. А Иза, у вас рука тяжелая или легкая, как вы думаете? Может, вы действительно кому-то пощечину дадите. А может, в переносном смысле, да, кому-то не дадите плохие вещи говорить. Ну, либо там дурные слова, там, пожелания. Как-то так ответите, что у человека в моменте отпадет всякое желание продолжать. Да, наоборот, какой-то даже страх появится, либо испуг пойдет.
Ну, а если кого-то двинете, ну, сам Бог велел, видно, человек нарвется, может, начнет там проклинать, либо что-то желать, либо там гадости говорить. Вот, ну, всякое бывает в жизни. Что меня лично удивляет в этом, то, что вы сами в шоке от того, что вы делаете. Видно, ну, вы человек другого характера, да, вы, наверное, по-другому как-то решали конфликты, ну, либо никогда таким не занимались, да, вот там резко не высказывались, либо кого-то не били. Но тут прям, ну, как кто-то поведет вашей рукой, да, будет ощущение, что это типа не я, а кто-то другой, вот, как кто-то мной управляет. Ну, возможно, небеса, да, почему бы и нет, ну, либо ваше подсознание потребовало просто, да, серьезных поступков, потому что дальше терпеть, прощать, либо делать вид, что вы ничего не замечаете, нельзя. Да, человек уже там напросился, ну, женщина это напросилась. Так, еще. Что вы ищете? Вы что-то ищете и найти не можете. Возможно, вы что-то хотите купить, но модель, как вы хотите, либо фасон, либо размер, либо характеристики вот не находите. Ну, либо находите, а там заоблачные ценники стоят. А у кого-то, например, вот нужно найти нужного специалиста, хорошего специалиста. У кого-то там найти работу, у кого-то найти хорошую путевку, да, не за все деньги мира поехать отдохнуть. Кто-то документ потерял, ну, либо думает, что-то у вас могло потеряться. Вот вижу, что найти не могли, долго не могли найти, и вы уже прям устали от этой ситуации, даже уже в последнее время не думаете, а если и думаете, то с каким-то очень глубоким таким сожалением, да, с придыханием думаете. Смотрите, ни с того ни с сего. И я вижу, что вы найдете то, что искали, причем найдете в самом неожиданном месте. Ну, допустим, кто-то хотел что-то купить в интернете, там, Marketplace, но найдете там буквально в каком-то магазинчике, либо вообще на рынок, а зайдете, а там такое продают, причем очень хорошее и недорого. Кто-то не может дома что-то найти, там куда-нибудь в шкафчик залезете, там среди вещей личных, да, лежат там документы, либо что-то, что вы не можете найти. То есть будет ощущение, вот если дома вы найдете, что подкинули. Но нет, не подкинули. Оно там и лежало, просто вы не замечали. А если это какая-то покупка, то то же самое, да, вы почему-то искали не там, где оно есть. Да? Может, искали в интернете, а оно в интернете как бы не продается. Ну, либо продается задорого. А нужно было идти на рынок, либо там в магазин через улицу, да, пройти, и там это всегда продавалось. Так что то, что искали, вы точно найдете. Конечно, будете этому очень рады, вам это все будет очень приятно. У вас даже настроение улучшится на несколько дней. Ну, улыбаться точно будете. Ну вот как эти солнечные затмения влияют, как новолуние влияет. Да? Находите то, что вам необходимо, получаете то, что вам необходимо. Очень хорошо влияют. Так, еще. Какой-то человек очень сильно за вас переживает, либо будет переживать, и буквально вас, ну, как сопровождает. Когда так руками делает, да, типа переживает, что вы упадете, и заранее раскрывает руки, чтобы вас поддержать. Сначала вас это будет немножко раздражать, ну, потому что кажется, что человек слишком контролирует, да, контроль какой-то, опека идет. А потом вы понимаете, что человек это делает, потому что очень серьезно к вам относится, и вы, ну, этому человеку не безразличны. Сначала вы даже готовы поссориться с этим человеком, потом смягчитесь к этому человеку. Смягчитесь и даже, знаете, как-то благодарны будете, да, за эту заботу, за эту поддержку, за это желание вас оберегать, вам помогать, участвовать в вашей жизни. Все-таки, да, нет дурных намерений, есть положительные намерения. Так, еще показывает человека, к птице присматривается. Не то, чтобы человек уже летит, либо едет,
но вот он смотрит, да, какую птицу выбрать, либо думает, что сказать, либо действительно выбирает, покупает билеты. Билеты, да. Может, человек с вами будет советоваться, а может, в принципе, вам об этом скажет. И я так скажу, человек может сказать вам одну дату, а купить на другую дату. Ну, либо человек сначала купит, да, на одну дату, потом поменяет на другую дату, чтобы побыстрее. Вот человек побыстрее хочет приехать, либо побыстрее вас увидеть, либо побыстрее там оказаться, где вы. Вот. Так что если вам какой-то срок ожидания скажут, не расстраивайтесь, потом все равно билеты поменяют, либо купят все-таки на более ближайшую дату. Возможно, цена вопроса, да. Возможно, чем ближе дата, тем дороже цены. А возможно, у человека планы поменяются, либо человек там что-то сделает, подшаманит, чтобы быстрее можно было приехать. Ну вот как-то будете об этом говорить, обсуждать будете. Так, здесь у вас какой-то прям камень вышел, камень. Очень похоже на камень. Природный какой-то камень. Ну, там, не знаю, галька какая-то, гравий или как это называется. И, возможно, где-то вы будете находиться, там, в городе, либо в парк пойдете. Какой-то камень может привлечь ваше внимание. Вот это не для всех. Это не для всех, это для тех, вот, у кого какое-то безумное желание взять камень, да, какой-то один определенный камень. Вот прям тянет и все. Вот мне нужен этот камень, и все. Сам себя не понимаю, сама себя не понимаю. Знаете, как будто бы это талисман какой-то. Либо ваш личный оберег, либо камень, который что-то вам принесет, привлечет что-то в вашу жизнь. Смотрите, если у вас в ближайшие несколько дней появится желание взять некий камень, обязательно берите. И неважно, кто что подумает, кто что скажет. Знаете, как будто бы этот камень вас энергетически позовет. Да, позовет. И если вы его возьмете, он станет вашим личным либо оберегом, либо талисманом, ну, либо даже еще и защищать вас будет. Мне идет какой-то небольшой круглый камень, либо округлой формы камень. Может, светлый, может, в крапинку. Но вас потянет именно к этому камню. Опять же, еще раз говорю, это не для всех. Кого-то потянет, кого-то не потянет. Вот кого потянет, обязательно берите. Так, еще мужчину показывают некого, который носит маску. Причем очень хорошо носит. Но вам удастся увидеть его настоящее лицо. И вы ужаснетесь этому настоящему лицу и скажете: о, вот черт какой-то, да? То прям внешне добрый, приличный, воспитанный, такой галантный, справедливый, честный. А под маской там действительно козлиная голова. Вот, вы прям ахнете. Но только никому не говорите. Потому что вам все равно не поверят. Этот мужчина буквально всех там, не знаю, заворожил, либо там загипнотизировал. Главное, что вы будете знать, кто он такой на самом деле. Да, возможно, вам сами небеса открывают, чтобы вы не попались на его удочку, ну, либо держались от него подальше. Да, увидите его настоящее лицо. Это все случайно произойдет. Да? Там нет такого, что он перед вами именно снял маску. Нет, это будет какой-то случай, который вам запомнится, ну, буквально на всю жизнь. Да? Скажете: ну надо же, лицемер какой, либо двуликий какой, да? При всех ты такой добренький, хорошенький, положительный, а вот на самом деле у тебя, ох, нехорошая, конечно, картинка тут. Ну, главное, что вы узнаете, просто об этом не говорите. Это знание, оно должно быть специфично для вас, да? То есть это не для всех. Ну, опять же, да, люди там любят и поспорить, и многие там сомневаются. Не надо говорить, не надо. Главное, что вы узнали. Смотрите, стрела летит в цель. Стрела.
Здесь какое-то ускорение событий, либо некое событие произойдет гораздо раньше, чем должно было произойти. Чем должно. Здесь вам, видите, сами небеса в этом помогают. Для чего-то это ускорение необходимо. И да, чем раньше произойдет событие, тем как-то лучше для вас. Вы потом поймете, как событие произойдет, вы поймете, почему для вас это лучше. Почему-то мне идет, что вы должны раньше, чем другие люди, что-то иметь, получить, узнать, услышать, где-то поучаствовать в чем-то. Вот небеса сами это делают специально, да? Вот именно для вас, ради вас это делают. Ну, пусть будет как будет. Главное, что вам будет хорошо. Это самое главное. И ближе к венцу нам показывают некий выбор, с которым вы столкнетесь. Там выбор состоит из двух направлений. Либо два человека, два направления, два решения, два предложения, две возможности. Одна прям сильно побольше, а другая сильно поменьше. Ну, там прям контраст очень сильный. И вам высшие силы указывают на то, что поменьше, но не то, что побольше. Ну, допустим, вот пример приведу. Да? Вы девушка, и два парня приглашают вас на свидание. Один высокий, другой пониже. Ну, как вы, например. Выбирайте не высокого, выбирайте того, кто пониже. Ну, либо как вы. Предлагают вам работу, например, да, в очень крупной фирме и в фирме поменьше. Выбирайте там, где поменьше, не в крупную фирму идите. Ну, вы поняли, да, по такому принципу. Почему надо выбирать меньше, я не могу сказать. Этого здесь не показано. Но так будет лучше. Вот для вас это будет лучше, либо правильнее для вас будет, удачнее для вас это будет. Вот конкретно указывают на то, что меньше нужно брать. Да? Такой вот выбор у вас. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.